Всюду в Советском Союзе, где добывают или перерабатывают нефть, трудятся бывшие воспитанники Грозненского ордена Трудового Красного Знамени нефтяного института. Стена памяти – это единственное, что сегодня напоминает ГГНТУ 95 лет. И это не строительный брак, а вот такая преемственность поколений. Грозненский нефтяной технический университет в свои 95 с хвостиком выглядит на все 100 баллов великолепия. В истории легендарного вуза исторических вех хватало. Буквально 3 года назад нашей съемочной группе демонстрировали последние штрихи нового здания. 73 тысячи квадратных учебных метров. Это сегодня настоящий альма-матер нефтяных открытий. Это первый в мире специализированный нефтяной вуз. Уникальность Грозненского нефтяного в его судьбе неотделимы от судьбы нашей республики и его народа. И именно Грозненский нефтяной, как первый вуз на территории республики, сформировал нашу первую национальную интеллигенцию, стал прочной основой для становления региональной системы высшего образования, внес неоценимый вклад в создание и развитие крупнейшего на юге России промышленного центра. За все это время Грозненский нефтяной институт подготовил десятки тысяч специалистов для различных отраслей народного хозяйства нашей страны. Среди выпускников вуза, кроме самого миллионщика, такие известные ученые, как академик Российской академии наук, министр нефтяной промышленности Мальцев Чурилов, наш земляк, министр нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности академик Саламбек Хаджиев, министр геологии РСФ Федоров и многие другие. Есть здесь такая негласная традиция вновь возвращаться в родные стены. И не только на день встречи выпускников, а навсегда. В чем секрет такого круговорота кадров, никто и не знает. Многовековые традиции спустя годы не утрачивают своих необъяснимых науки сил. Сегодня в стенах ГГНТУ прошел торжественный вечер по случаю знаменательной даты. Указом главы республики руководство университета и преподаватели были награждены медалями за заслуги перед Чеченской республикой и почетными званиями. Асан Побаловый член руководства вуза Шушвард Кикмашилла и Кикмаша Пачо Бог Маха Ленацера Шуна и Маха Баритера Сообщ Далу награч Налу Элдехтан. Из года в год сюда спешат выпускники, чтобы овладеть непростыми навыками, стать ближе к земле, нефти, геодезии и чертежам. Ногу со временем идет и сам университет, хотя те, кто закончил его несколько лет назад, признаются, вот их студенческая пора была самой лучшей. Без современных гаджетов, электронных досок они жили веселее и, кажется, более полно дышали научным воздухом. Поздравления зачитали сегодня от имени председателя парламента Республики Магомеда Даудова и тут же вручили благодарственные письма за достигнутые результаты. От имени депутатского корпуса парламента Чеченской Республики и от себя лично поздравляю вас и весь профессорско-преподавательский коллектив ГГНТУ с 95-летием. За эти годы университет прошел долгий и яркий путь развития от высшего нефтяного техникума до крупного многопрофильного технического университета, который осуществляет подготовку кадров для нефтяной и газовой отраслей всех регионов России. В судьбе вашего вуза отразилась судьба всей страны. Гражданская и Великая Отечественная войны, эвакуация, перестройка, наведение конституционного порядка, разрушение всей инфраструктуры, возрождение и восстановление. Грозненский нефтяной институт внес значительный вклад в развитие науки о геологии, поисках, разведке, бурении и разработке месторождений нефти и газа. Продолжая заветы отца глава Чеченской Республики, Рамзан Ахматович Кадыров с первых дней пребывания в должности добивался восстановления учебных корпусов, воссоздания материально-технической базы вузов. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Мужахмедович Даудов. Былая слава вуза и сегодня гремит по всей стране. Ее отзвуки – результат работы подготовленных дипломированных специалистов. И пусть судьба разбросала их по разным концам света, но они помнят, ГГНТУ – это то, что было в их жизни и определило их дальнейший жизненный путь. Левтина Бонадыкова, Халид Навсаев и Зельм Закаев. Новости.